Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных событиях. Часть якутян, находившихся в Казахстане, вернулась в Россию. Еще 25 человек в безопасности. Они прилетят на родину регулярными рейсами. Изменились условия продажи субсидированных билетов для жителей Дальневосточного федерального округа и льготников. Вклад Якутии по итогам года науки и технологий оценили в Российской академии наук. С жалобами о нападении безнадзорных собак обратились жители Нерюнгри. Как решается эта проблема, расскажут коллеги. На страже законности и правопорядка прокуратура России празднует свой 300-летний юбилей. Отличившимся в Якутии вручили награды. 8 человек эвакуировали на пожаре в Алдане. Происшествие случилось примерно в 17 часов сегодня в 8-квартирном жилом доме по улице Строителей, 16. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдался открытый огонь. Огнеборцами проведена разведка, пострадавших нет. На тушение были привлечены 17 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники. Причиной возгорания может стать и новогодняя праздничная атрибутика. Поэтому сотрудники МЧС проводят усиленную профилактическую работу. Выезжают в составе различных комиссий по многодетным и неблагополучным семьям, а также в рейдовые мероприятия по частному сектору. Помимо пиротехники, в зимнее время опасность представляют и отопительные печи, которыми пользуются жители частных домов и владельцы гаражей. Халатное отношение последних в большинстве случаев приводит к возгораниям. За время новогодних выходных зарегистрировано 5 пожаров на территории Ленского района. Основные причины – короткое замыкание и неосторожное обращение с печами отопления. Морозы наступают, люди начинают усиленно топить свои отопительные печи в гаражах, так и в жилых помещениях своих. Соответственно, трубы перегреваются, не выдерживают, и там деревянная кровля, потолочное покрытие, все это из дерева, он, естественно, перегревается и загорается. То есть топят и оставляют, усиленно топят и оставляют без присмотра. Также новогодний период, как правило, люди гирлянды все включают, да, плюс обогревательные приборы, все это работает круглосуточно, электропроводка, естественно, не выдерживает, начинает плавиться, перегревается и происходит короткое замыкание. 34 жителя Якутии вернулись из Казахстана в Россию рейсами военно-транспортной авиации Минобороны России. Еще 25 якутян остаются в Казахстане, из них 11 туристов. Все они находятся в безопасности. Планируют вернуться на родину регулярными рейсами, сообщает пресс-служба Министерства по внешним связям и делам народов республики. По данным информагентств, ситуация в Казахстане стабилизировалась. Восстановлено железнодорожное сообщение между городами. Аэропорты столицы и других городов, кроме Алматы, уже работают в штатном режиме. В Алматы продолжают восстановительные работы в аэропорту. Постепенно возвращаются к работе банки, магазины, общественный транспорт. 7 числа я в сторис написала, что мы находимся на территории Казахстана. И знакомая написала, что не может найти дочку уже 2 дня. Люба начала тут же искать ее и дала клич в сторис, что у кого остались дети, пишите. Значит, собрали такую команду помощи алматинцам. И присоединился МИД, Министерство внутренних связей. И вот таким образом они стали искать людей, кто попал именно незащищенным. Это студентам и туристам, кто впервые попал в Алматы, кто не знал город, кто остался без денег. Поправки в закон об ответственном обращении с животными обсудили в Якутске. В ходе собрания с предложением выступили депутаты Государственной Думы, Илтумен и городского округа. Кроме того, общественники представили результаты своей работы по подсчету и мониторингу популяции бродячих животных. Так был сделан вывод, что в последние годы резко возросло количество бездомных собак в благополучных районах города. Причинами называют строительство гаражного сектора и действия частных продовольственных и иных баз. В Нерюнгри вновь обострилась тема безнадзорных собак на улицах города. Жители обращаются в администрацию, надзорные органы и соцсети с жалобами о нападении животных. Какие меры защиты населения применяются сегодня, расскажет Ирина Кичигина.
Недавно в соцсетях появилось видео нападения собак на девочку. В этот раз все обошлось небольшими травмами. Но произошедшее вызвало большое возмущение жителей района. Работа по отлову собак в Нерюнгри идет в усиленном режиме. Но защита животных закреплена как федеральным законодательством, так и на уровне Конституции. Я, как и все другие мэры городов, не согласен с таким принятым законом. На сегодняшний день этот закон не решает проблему защиты людей. Мое мнение такое. Отловили собаку, через месяц не пришел хозяин, ее не нашелся, не забрал. Соответственно, признавать этих собак как вещь муниципальной собственностью и писать заявление в ветслужбе по эвтаназии. То есть по гуманному усыплению, другого выхода нет. В данное время администрация города заключила договор на строительство приюта для бездомных животных более чем на 300 мест. Сейчас этой проблемой занимается пункт передержки животных. Когда от жителей поступает жалоба, что замечена стая, в течение 15-20 минут на место прибывают специалисты для отлова и дальнейшего биркования собак. Отлов происходит, делается инъекция усыпительная вот такой стрелялкой. То есть вот этим путем стреляется в животное, животное чуть-чуть засыпает и становится вялым, сажается в клетку, приводится к нам в пункт передержки. То есть это безопасно для животных по практике других городов. За период с 1 по 9 января этого года было отловлено 14 особей. Из них 5 оказались домашними и возвращены хозяевам. После отлова собаку осматривает ветеринар, ей делаются прививки, выдерживается 14-дневный карантин, и животное отправляется на стерилизацию и биркование в ветеринарную клинику. Привозят собак в голодном виде. Значит, делается премедикация, потом ставится наркоз. Удаляются яичники, удаляются трубы. Все в основном накладываются все швы, делаются все антибиотикотерапии, то есть это подкожные инъекции, внутривенные инъекции, внутримышечные инъекции, если при необходимости капельницы и все такое прочее. Собаки переносят операцию спокойно и отходят от наркоза хорошо. Когда собака пройдет восстановительный период, ее выпускают в ту среду обитания, откуда она была доставлена. Однако все принимаемые меры оказываются недостаточно эффективными в борьбе за безопасность человека. Те собаки, которые уже биркованы, согласно федерального законодательства, повторному отлову не подлежат. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Перейдем к эпидобстановке. Резкий скачок уровня заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Якутии. Еще 108 человек заразились за минувшие сутки, из них 70 в столице региона. 11 человек заболели в Мегино-Кангаласском районе, 5 в Нерюнгринском, по 4 в Алданском и Мирнинском районах. Еще в 7 районах фиксируют от 1 до 3 заражений. За сутки лаборатории региона исследовали 3150 проб на ковид. Вчера состоялось координационное совещание под руководством председателя правительства Михаила Мишустина, на котором руководители федеральных органов государственной власти Анна Юрьевна Попова и Михаил Мурашко, докладывая ситуацию, обратили внимание на то, что в стране уже находится коронавирус штамма омикрон. Его уровень распространения значительно выше. Кроме того, изменилась и клиническая картина самого по себе заболевания коронавируса по штамму омикрон. В управление Роспотребнадзора, соответственно, поступают уведомления, связанные с тем, чтобы работодатели не допускали на работу граждан, которые непосредственно имеют признаки острых респираторных заболеваний. В третьем квартале текущего года в Якутске построят крематорий. Его разместят на территории Маганского тракта, близ городского кладбища. Объект станет третьим крематорием на Дальнем Востоке. Продолжит Саргалана Неустроева. Вопрос строительства крематория назревал давно. Всего на территории Якутска расположено 5 кладбищ. Захоронения на 3 из них уже остановлены из-за переполненности. Еще 2 также вот-вот исчерпают ресурс. В связи с увеличением, к сожалению, погибших во время ковида, сейчас оценивают Маганское, например, кладбище. Его мощности хватит до 2025-2026 года. В свою очередь мнение горожан разделилось. Большинство восприняли новость положительно. Причин множество, от беспокойства о размере кладбищенских территорий до нежелания подвергаться традиционному захоронению. У людей должен быть выбор. Многие хотят, чтобы их тело не гнило на земле.
Новость хорошая, уже не один год об этом говорят. Надеюсь, участок, на котором планируют строить, не будет занят захоронениями. Не очень. Лучше стать частью земли с маленьким красивым уголком, чем безымянным порошком. Теперь точно легкие летом выплюнем, дышать нечем будет. При этом стоимость самых дешевых похорон со всеми обрядами на сегодняшний день стартует от 50 тысяч. Сейчас у нас земля где-то 1017 стоит, ну и гробы от 10 тысяч. Как бы, ну, в среднем. Ну, там поминки туда-сюда, ну, где-то около 100 тысяч. Ну, сэкономить можно на всем. Человеку все равно, в каком гробу он будет лежать. За 10 тысяч или за 35. А если полностью посчитать, то порядка 50 тысяч, наверное. Ну, это минимально. От 35 до 45 это наши принадлежности, ну и плюс МУП, земля, да, земля там где-то, 16, наверное. Кремация же, напротив, обойдется в разы дешевле. Уже сегодня мэрии удалось договориться о начальной стоимости услуги, которая не должна будет превышать 27 тысяч рублей. Прах можно будет разместить там же, в колумбарии. Запаса колумбария, я думаю, хватает на 10 лет. Расчет на 10 лет был. И в ближайшем будущем мы планируем заключение еще одного соглашения на строительство нового колумбария на территории городского округа. Уже в этом месяце забьют первые сваи будущего крематория, а в феврале стартуют строительно-монтажные работы. Располагаться крематорий будет по Маганскому тракту у городского кладбища. При этом в состав комплекса входит и очистная установка, которая позволит кремировать без выбросов в атмосферу. Сарглана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. В Якутске минимальный размер пособия по безработице в этом году составит 2100 рублей. Максимальный размер в первые 3 месяца – 17 908 рублей. В следующие 3 – 7 тысяч рублей. Если гражданин после постановки на регистрационный учет трудоустроился, оформил ИП или самозанятость, поступил на очную форму обучения, оформил договор гражданско-правового характера, то он обязан в течение 3 рабочих дней проинформировать об этом Центр занятости населения. В случае получения гражданином пособия по безработице обманным путем незаконно полученные денежные средства подлежат возврату в добровольном или судебном порядке. Гражданин также может быть привлечен к уголовной ответственности по статье «Мошенничество при получении выплат». Правительство России внесло ограничения в программу субсидируемых перевозок на 2022 год для оформления авиабилетов на Дальнем Востоке. Имеющие право на льготные билеты могут заключить максимально 4 договора на воздушную перевозку по субсидированным маршрутам с перевозчиками по одному из вариантов. Не более 4 авиабилетов по маршруту в одну сторону, не более 2 авиабилетов по маршруту туда и обратно, не более 2 авиабилетов по маршруту в одну сторону и не более 1 билета туда и обратно. По субсидированному тарифу для граждан, зарегистрированных на территории субъектов, относящихся к Дальнему Востоку, можно забронировать и оформить авиабилет на перевозку, начинающуюся не позднее 6 месяцев с даты оформления авиабилета. Президент России Владимир Путин проведет первое в наступившем году совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет обсуждение газификации в регионах, а также ситуация с заблаговременной подготовкой регионами топливно-энергетических балансов. Напомним, в июне 2020 года Путин поручил «Газпрому» и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов России в 2 этапа – к 2024 году и к 2030 году. В новую программу газоснабжения и газификации «Газпрома» вошли 67 регионов. Позже их число было увеличено до 72. За 5 лет планируется построить около 24,5 тысяч километров газопроводов и подвести газ к 3662 населенным пунктам. Общий объем инвестиций «Газпрома» в программу на следующие 5 лет составит 526 миллиардов рублей. В Якутске сегодня рассмотрели проект федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в стране. Совещание организовала Общественная палата совместно с Советом муниципальных образований республики. Какие вопросы поднимались и какие поправки предложили участники обсуждения, расскажет Евгений Тайтонов.
Основная тема обсуждения – изменения в законопроект о местном самоуправлении. Согласно поправкам, будут ликвидированы дублирование обязанностей между администрацией района и Наслега. Проектом предусматривается, что в каждом населенном пункте будут созданы территориальные органы местной администрации – управы. Будут на местах главы управ. Например, сейчас есть муниципальные образования, в состав которых входят 3 поселения, а глава живет и работает в одном из них, а 2 поселения функционируют сами по себе. В этом случае при реализации нового федерального закона, наоборот, власть приближается к народу, и в каждом населенном пункте будет глава управы. Глава округа будет назначать глав поселений в каждом населенном пункте. Должны способствовать и повышению ответственности должностных лиц, которые будут заниматься этими задачами. И, конечно же, будет обеспечено должное финансирование решения вопросов местного значения. Не будет никакого распыления финансовых средств между уровнями бюджетной системы, между муниципальными районами и поселениями. Некоторые лоббируют создание городских округов на территориях городов. При создании городских округов путем выхода городов из состава муниципальных районов наступит реальный крах маленьких сельских поселений. Консолидация финансовых и человеческих ресурсов в городских округах неизбежно приведет к оттоку населения из сельских поселений и к исчезновению сельских поселений как таковых. Но при этом в оставшихся поселениях возникает необходимость в определении нового районного центра, куда переедут все органы управления района. Также нужно учесть, что бюджет района будет формироваться по остаточному принципу от численности оставшегося населения. Поэтому, по словам общественников, этот вариант не подходит нашему региону. Мы сегодня концептуально одобряем в целом концепцию самого законопроекта. При этом у нас имеется предложение, которые будут оформляться в виде поправок при рассмотрении в режиме второго чтения. Законопроект очень важный. Мы считаем, что в этом законопроекте должны быть еще расширены полномочия субъектов Российской Федерации по решению вопросов местного значения. Каждое поселение имеет свою утвержденную стратегию развития, но на реализацию мероприятий этой стратегии у поселения отсутствуют финансовые средства. При принятии нового закона развитие каждого населенного пункта будет прописываться в стратегии развития округа с финансовым обеспечением. Мероприятия, прописанные в стратегии поселения, будут синхронизованы со стратегией развития округа, республики и федеральных программ. Да, есть мнение отдельных, так скажем, общественных каких-то деятелей, отдельных членов общества, что это якобы удар по демократии, что этого ни в коем образом нельзя делать и так далее, и так далее. Это может иметь какие-то сложные какие-то последствия. Я с этим категорически не согласен. Обычно, в основном, это говорят те люди, которые ни дня не работали в органах местного самоуправления. И я считаю, что и этот закон, если он войдет, значит, в жизнь, в силу, то может многое исправить и может многое поднять из той ситуации, в которой мы сегодня оказались. 15 января народные депутаты на пленарном заседании сформируют свои предложения и отправят их на рассмотрение в Госдуму. Переходный период на новую модель начнется с 2023 года и продлится до 1 января 2028 года. Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Якутск. В Ленске на линию вышли городские автобусы. Напомним, что они были приобретены около месяца назад районной администрацией. Именно в ее полномочия с октября прошлого года входят теперь городские пассажирские перевозки. Подробности в следующем материале. С передачей городских пассажирских перевозок из города в район ленчане сразу ощутили большие изменения. Самым приятным стало обновление автопарка. Новые автобусы вышли на линию 2 недели назад. Они возят пассажиров почти по всем городским маршрутам. Это по тройке, на двойку поставили. Но, как вы знаете, расписание изменили, еще дополнительно поставили еще один автобус на 3-й маршрут. Потом запустили 6-й, обозвали маршрут еще дополнительно. Ну, еще сейчас в процессе прорабатываем вопрос, люди, население просит там заозерный участок захватить. Сейчас тоже прорабатываем. Ну, на следующей неделе, наверное, мы
запустим. По словам руководителя «Агронит», новая техника вынослива к северным температурам, экономична по топливу, более удобна для водителей и пассажиров. Автобусы низкопольные, приспособленные для перевозки маломобильных групп населения. Внутри установлены камеры видеонаблюдения и тахографы. Также терминалы для безналичного расчета за проезд. На автобусах уже давно, поэтому, так скажем, небо и земля. Удобно все, как бы. И с терминалами тоже как бы намного проще стало. Это так. Много, да, расплачиваются, например, терминалами? Да, вот сюда, конечно. На дню бывает и по 20, по 30 человек. Как бы. Но еще не все привыкли, поэтому только все начинается. И дальше больше надеемся. Пассажиры рады новым, а главное теплым и чистым автобусам. Говорят, очень удобные сиденья. Но главное для людей, чтобы автобусы приходили на остановки вовремя и не ломались в пути. Удобные автобусы, удобные. Пошире проход, маленькое сиденье между собой, то в этих школьных впритык сидишь, и неудобно даже не пройти, ничего. Сиденья хорошие, очень удобные. И вообще новые, чистые. Мы часто очень, мы только автобусом ездим. По расписанию мы ездим, они точно приезжают на остановке. Надо сказать, что старые автобусы пока с городских улиц не исчезнут, только часть. Полностью заменить транспорт пока не получится. Но эта задача в приоритете у районных властей. Постепенно городской автопарк будет обновляться. Светлана Валеева, Виталий Андреев, Ленск. В Российской академии наук обозначили вклад Якутии по итогам Года науки и технологий. В Москве состоялась встреча постоянного представителя Якутии при президенте России Андрея Федотова с президентом РАН Александром Сергеевым. Научным сообществом страны были отмечены достижения и прорывные технологические идеи, которые уже реализовываются на территории нашей республики. Это и создание научно-образовательного центра «Север», испытательного полигона в условиях критических температур, успешное использование энергии солнца и ветра, появление семенохранилища и других инициатив якутских ученых, которые внесут значимый вес в развитие науки всей страны и мира. В прошлом году я впервые посетил Якутию, и мы были на очень интересном форуме научно-образовательном, который был посвящен развитию геостратегически важных регионов. То, что мы там увидели, по существу позволило переформулировать нашу цель. И эта цель заключается в том, чтобы Якутия превратилась, она уже является геостратегически важным регионом, чтобы она превратилась в регион значимый, стратегически значимый в области науки и образования, и технологий. И, собственно, вот под этим углом зрения мы и рассматриваем наше сотрудничество. 300 лет отмечает сегодня прокуратура России. В 1722 году Петром I был подписан указ о создании этого надзорного органа. Как изменилась работа прокуроров, в чем отличительная черта профессии, расскажет Мадина Халикова. Защита правопорядка стала делом их жизни. Прокуроры всей нашей большой страны отмечают юбилей. 300 лет со дня создания надзорного органа. В далеком 1722 году указ об этом подписал император Петр I. И история у прокуратуры глубокая и интересная. Но за каждым делом стоят люди. Их самоотверженный и тяжелый труд. Одним из таких профессионалом своего дела стал Александр Васильев. Сейчас он председатель Совета ветеранов. На службу пришел в 1986 году стажером. Работал следователем прокуратуры, трудился и в природоохранной. За служебную карьеру было много интересных и запутанных дел, но одно стало самым запоминающимся. Мы в 2001 году в составе комиссии Министерства охраны природы предотвратили угрозу Арктики, выявили, что 1,5 тонны гранозана находится на территории взрывчатых веществ, и представлением прокурора республики данная угроза была устранена. Свой богатый опыт и знания ветераны прокуратуры передают молодому поколению, помогая в службе. И все-таки эта профессия для многих призвание. О прокурорском кителе девушки и парни мечтают с юных лет и точно знают, зачем идут в надзорный орган. В органах прокуратуры я работаю с 2010 года в городе Якутске свыше 5 лет. Я изначально, то есть с самого детства знала, что я буду работать в прокуратуре, буду
прокурорским сотрудникам и думаю, что моя мечта сбылась. Сегодня в составе якутской прокуратуры трудятся более 400 сотрудников. Лучшим работникам и ветеранам вручили государственные, региональные и ведомственные награды. Поздравляли работников от имени главы Айсена Николаева, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева и от генерального прокурора России Игоря Краснова. За 3 века основная задача сотрудников не изменилась, но они всегда готовы к новым вызовам, которые приходят с веянием времени. Сегодня на первостепенном плане, конечно же, защита прав граждан. Ежегодно прокуроры восстанавливают нарушенные конституционные и иные права десятков тысяч граждан. Прав на охрану труда, на оплату труда, на здоровье, на жилище, прав несовершеннолетних, престарелых и иных категорий граждан. Первостепенное значение, конечно же, уделяется в настоящее время сопровождению национальных проектов, обеспечению единого правового пространства, когда совместно с органами государственной власти мы приводим в соответствие с законом нормативные акты. Подвели и итоги 2021 года. Ценные подарки вручили специалистам и заместителям, помощникам прокуроров. А лучшими названы надзорные ведомства Мегино-Кангаласского и Верхнеколымского районов. Мадина Халикова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Сильнейших в русских шашках среди юношей выявляют в Якутске. В Республиканском шахматно-шашечном центре проходит первенство Якутии, куда съехалось более 130 участников из 11 районов. Соревнования проходят в 5 возрастных группах по швейцарской системе, согласно которой победу празднует тот участник, который набрал наибольшее количество очков по сумме проведенных встреч. Итоги турнира среди юношей подведут завтра. В пятницу в борьбу за лавры первенства вступят девушки. Это первенство республики, самый важный турнир для наших детей. Из этого турнира формируется сборная команда нашей республики и проводится отбор на выезд в первенствах России. Наши дети хорошо выступают не только в стране, в России, но и в Европе, в мире. Они показывают хорошие результаты. Даже достигало, что наши дети завоевали до 200 медалей за год. В следующую среду, 19 января, православные христиане отметят Крещение Господня. Для жителей республики официально откроют порядка 30 оборудованных прорубей. А в столице региона купель по традиции оборудуют на Зеленом лугу. За безопасность купающихся будут отвечать спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности и проводить крещенские обряды только в оборудованных и предназначенных для этого местах. Основные работы начнутся 17 января, когда будет развертываться крещенский городок, когда будет выпиливаться сама крещенская купель, значит, в общем, устанавливается часовня, прокладывается электричество и так далее, и так далее. Само купание начнется после освящения. Владыка обычно начинает освящать в 13:00, бывает иногда чуть позже, там зависит уже не от нас. И сразу после этого желающие могут окунуться в наши прекрасные теплые воды. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале. До встречи в эфире.